Кто такие монахи и почему они уходят в монастырь? Кто изобрел ноты и открыл генетику? Зачем ставили придорожные кресты и что просили воздвиженьев день? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Монастырь. Услышав это слово, многие представляют себе темные кельи и сурового монаха, вечно пребывающего в молитве и отрешенного от всех земных благ. Может, это так и было, но в глубокой древности. Сегодня же жизнь в монастыре заметно отличается от той, какой она была в давние времена. Кроме ежедневной молитвы, монастыри активно занимаются просветительской и социальной работой, строят храмы и кельи, занимаются рукоделием, кроме того, многие из них ведут натуральное хозяйство. В монастыре жизнь проходит как в одной большой семье. Каждый выполняет свою работу добросовестно. Потребности у монахов очень скромные, поэтому не требуется столько времени и сил на обеспечение себя всем необходимым, сколько тратится на это у мирян. Благодаря этому монахи имеют больше свободного времени на молитву, участие в богослужении и размышления о своей духовной жизни. Слово «монах» происходит от греческого слова «монахос», что переводится как «одинокий». А в свою очередь это слово восходит к слову «монос» – «один». То есть тот, кто живет в одиночестве. Тот, кто стремится оградить себя от суеты, от праздности, от каких-то лишних общений с окружающим миром. Исторически сложилось так, что монашество возникает примерно к IV веку. Интересно отметить, что именно в Новом Завете и стало возможным вот такое особое следование за Христом, как монашеская жизнь. Дело в том, что в Ветхом Завете мы находим всего лишь прообразы монашества. Это образ назарейства, когда, давая Богу обет, какой-то человек мог вместе с этим обетом не стричь волос, не вкушать определенного рода пищи и не употреблять спиртные напитки. То есть своего рода пост, особый подвиг, который брался человеком на какое-то время. Позже мы видим, что возникают некоторые течения в иудейской среде, похожие на монашество. Но это лишь прообразы того, что стало возможным после пришествия Спасителя. Мы говорим, что к IV веку относятся первые свидетельства о монашествующих. И связано это прежде всего с тем, что в 313 году император Константин Великий подписывает Миланский эдикт, позволяющий христианам легально, открыто проповедовать свою веру. И у христиан начинается более спокойная жизнь. Хотя гонения кое-где еще и не прекращаются, многие языческие тенденции сохраняются в обществе, но в целом жизнь приобретает более-менее спокойный, устоявшийся вид. И те, кто пережил гонения, те, кто видел, как тяжело было отстаивать православную веру, они начинают уходить из этих спокойных городов, искать для себя больших подвигов. И даже иногда тех, кто остается в городах, считать прельстившимися. Так и возникает движение христиан, которые стремятся всецело посвятить свою жизнь на служение Богу. Каждая минута такого человека посвящена служению Богу. Его не тревожат земные цели и идеалы. День монаха проходит в молитвах, которые становятся для него своеобразным смыслом жизни.
Основателем монашества считается преподобный Антоний Великий. Он основывает такой образ монашества, как именно одиночное монашество, когда каждый из монашествующих строил себе келью и таким образом проводил свою жизнь в молитвах и в каких-то подвигах, которые были сокрыты от глаз прочих людей. Позже возникают и другие виды монашества. Например, когда монашествующие жили вместе, в скитах или в лаврах, когда они объединялись для того, чтобы вместе совершать какие-то труды, молитвы. Такие уставы позже приобретали свой особый устав, и вся братья, которая жила вместе, подчинялись общим уставам. Основателем такого вида монашества является преподобный Пахомий Великий. И тот, и другой вид монашества, и пустыннический, и когда монашествующие живут вместе, развивался и был востребован в тех или иных местах. Это разные виды одного и того же делания. Так чем же мы обязаны монахам? Крупнейшие университеты Европы – Болонья, Сорбонна, Оксфорд и даже Парижская академия наук – были основаны монахами. А крестными отцами первого российского вуза Славяно-Греко-Латинской академии были тоже монахи – братья Лихуды. Монахами создавались целые письменные языки, без которых невозможно себе представить современный мир. Так, в начале V века монах Месроп Маштоц создал современный армянский алфавит, а в IX столетии братья-монахи Кирилл и Мефодий создали алфавит для славян. Основоположниками этнографии тоже были монахи-миссионеры, направляемые церковью в далекие земли для проповеди христианства. В XI веке именно монах изобрел способ современной музыкальной нотации. Его звали Гвидо Аретинский. Он же ввел в практику звукоряд, состоящий из 6 нот. Их обозначения были заимствованы из начальных слогов первых 6 строк латинского гимна святому Иоанну Крестителю, покровителю певцов. А в XVI столетии ввели еще и 7-ю ноту «си», сокращенно «Святой Иоанн». В середине XIII века хранитель библиотеки монастыря, монах Джордано да Риальто, изобрел очки. А вилку как столовый прибор изобрели православные византийские монахи. Обширная хозяйственная деятельность монастырей стала причиной изобретения в конце XV века бухгалтерского учета с двойной записью финансовых операций – активом и пассивом. В начале XVI века флорентийский монах и художник Фра Бертоломео придумал манекены, заказав их из дерева. В монастыре же они служили для изобразительных и иконописных целей. Известно, что виноградное вино используется для совершения таинства Евхаристии. Сегодня его покупают в магазинах, а в средневековых монастырях делали его сами. Монахи смешивали разные сорта вин, чтобы получить лучшее. Именно так монах Периньон в конце XVIII века неожиданно изобрел шампанское. В конце X века монах Герберт де Орилла создал первые в мире башенные механические часы. Позже монах Афонского монастыря Лазарь Сербин изобрел и установил в Москве на Великокняжеском дворе башенные часы с боем. Основателем книгопечатания на Руси был монах Иван Федоров, который издал в 1564 году первую русскую печатную книгу «Апостол». Кстати, Федоров также известен и как пушечный мастер. Он изобрел многоствольную мортиру. Молитвенное уединение и покой австрийского монаха Грегора Менделя способствовали созданию науки генетики. В
середине 16 столетия началось небывалое освоение Соловков. Строительство каменных дорог, каналов, мельниц, водопроводов, каменных пристаней, оранжереи и электростанции. Но изобретения соловецких монахов никогда не были для них самоцелью. Они лишь экономили время для духовной жизни и молитвы. И это еще не полный список изобретений и учений монахов. У простого человека, мирянина, часто не хватает времени, чтобы остановиться и подумать, а что у него творится в душе. На свои грехи многие люди не обращают внимания, ведь куда важнее, кажется, найти работу получше, одеться понаряднее и купить машину помощней. А уж потом, если время останется, и о душе подумать можно. Монашеская жизнь предполагает высокий образ чистоты, стремление к подвигу, стремление для того, чтобы уйти от соблазнов этого мира и всецело посвятить свою жизнь на служение Богу. Не случайно во время монашеского пострига используются некоторые элементы, похожие с таинством крещения. Человеку вновь меняется имя, он отрекается от себя прошлого, как бы начинает все заново, все с нуля. Ему постригаются волосы, символ посвящения всей его жизни на служение Богу. Вот эти элементы роднят монашеский постриг с таинством крещения. И действительно, принявший монашество начинает новую жизнь. Дорога в служители Богу начинается с общения с духовником, который дает человеку, решившему проститься с мирской жизнью, полезные советы. Только поиск Бога и действительно устремление к Нему является основанием для принятия монашества. Все же остальные мотивы или события жизни, если человек принимает монашество не по этой причине, приводят к беде. И человек действительно в итоге осознает, что сделал очень серьезную ошибку. И ведь не случайно поэтому, прежде чем совершается монашеский постриг, человек проходит долгий искус или испытание. Сначала бывает при монастыре трудником, потом послушником, потом происходит пострижение в рисофор, позже в малую схиму и потом в великую схиму. Все эти ступени, все эти разделения монашества на такие степени обусловлены как раз-таки тем, чтобы суметь человеку подготовиться к еще большему посвящению себя на служение Богу. Иисусе Христе, Сыне Божий. Пострижение является основным действием посвящения в монашество и его степени. Одним из первых о постриге упоминает Иоанн Листвичник. Монашествующий при пострижении приносит обеты Богу, и главный из них – это 3 обета. Первый – это обет послушания, обет нестяжательства и обет целомудрия. Эти обеты монашествующий приносит для того, чтобы полностью оградить себя от суеты и требований внешнего мира. Прежде всего, обет послушания предполагает послушание старцу или игумену монастыря, отсечение собственной воли. И для того, чтобы суметь научиться у более опытного монаха, каким образом преодолевать свои страсти, как бороться с ними, как получить освобождение от того, что влечет от всего земного. Обет нестяжательства предполагает то, что монашествующий не должен иметь никакого своего имущества, но все общее вместе с братьей, чтобы не привязывалось его сердце ни к чему земному. И обет целомудрия предполагает не только чистоту телесную, воздержание от различных греховных страстей, связанных с плотью, но и целомудрие как целостное мудрование, чистые помыслы, для того, чтобы его жизнь была наполнена стремлением уподобиться самому Христу. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Многие недоумевают по поводу того, что молодые здоровые парни или девушки, у которых вся жизнь еще впереди, уходят в монастырь. Считается, что в монастырь чаще всего уходят от большого горя.
В обществе прочно утвердилось представление еще с советских времен, что монастырь – это конец всей жизни. Важно отметить, что между монашеством и брачной жизнью нет какого-то противостояния, нет конфликта. Интересно отметить, что даже у отцов-аскетов, те, кто сами ведут монашеский образ жизни, есть высокие размышления о жизни брачной. И интересно заметить, что вот те обеты, которые приносят монашествующие, они не отделяют их от человека, живущего семейной жизнью. Ведь и в семейной жизни точно так же необходимо и целомудрие. Уметь быть верным той единственной или тому единственному супругу, с кем человек вступил в брак. Обет нестяжательства также предполагает, что они теперь не каждый порознь обладают каким-то имуществом, но лишь вместе, для совместного использования на благо своей семье, своим детям и всем тем, кто встречается на их жизненном пути. Также обет послушания и здесь находит свое выражение. Ведь по мысли святых отцов, вступающие в брак отрекаются от себя, от своих привычек, от своих амбиций и начинают жить один ради другого. Каждый человек живет ради любимого. Поэтому никакого противопоставления между монашеством и браком не существует. Это два параллельных пути, ведущих к одной цели, к самому главному, к тому, чтобы суметь достичь единства со Христом. Не брачная жизнь является этому препятствием, а монашеская, может быть, более радикально, более прямым путем возводит к этой цели. Мы начали с того, что сказали, что монашество стало возможным именно в Новом Завете. Ведь Господь, сотворив человека, произносит такие слова: «Нехорошо быть человеку одному». Если придать этой фразе греческое звучание, то последнее слово «нехорошо быть человеку монахом», одиноким, вот тому самому моносом. Но в Новом Завете монашествуя остаются не одни, а тот другой, которого они находят, является сам Бога-человек Иисус Христос. И не случайно, рассуждая о монашестве, святые отцы приводят такие образы, сравнивая человека с невестой, Христа с женихом. Это образ их любви, образ жертвенности одного ради другого. То, что в семье происходит между супругами. Это жертвенность, любовь, поддержка и жизнь одного человека ради другого, ради любимого. Монашество это тоже реализует, но более возвышенно, более вот таким радикальным образом. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Стремление к совершенству. Именно это приводит людей в монастырь, а вовсе не разочарование в жизни и неудачи, как считают многие. В монастырь приходят самые разные и по возрасту, и по социальному положению люди. И в большинстве своем они энергичны и решительны. Ведь для того, чтобы избрать монашеский образ жизни, необходимо в первую очередь именно решительность и мужество. По словам одного из древних подвижников, преподобного Диадоха Фатикийского, он говорит, что человек оставляет все блага этого мира лишь по одной цели. Тогда, когда он начинает вкушать полноту благ мира небесного, полноту единения и общения с Богом. Именно это, по мысли святых отцов, является единственным поводом, чтобы человек принимал монашеский образ. Не побег из этого мира, не пренебрежение браком, как чем-то скверным или нечистым, но единственное устремление к сердцу, к Богу для достижения единения с Ним. Это и может быть названо единственным поводом, чтобы человек оставил все мирское и вступил на монашеский путь.
Согласно христианскому учению, только одно в человеке имеет ценность – это его душа, в сравнении с которой весь мир ничего не стоит. – 27 сентября Православная Церковь отмечает праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. В этот день в церквях выносится крест для поклонения верующих. Исторически он нас отсылает к IV веку, когда императрица Елена, будущая равноапостольная и святая, находит крест Господень. И прежде чем она обретает этот крест, существует несколько преданий, которые говорят о том, что для того, чтобы определить, какой из найденных крестов действительно является крестом Спасителя, к этому кресту прикладывали усопшего или тяжело болящего человека. И когда такой человек был приложен к кресту Господню, он воскресает или, по другой версии, становится здоровым. Люди, которые находились здесь, в радости восклицают и просят, чтобы епископ, который присутствовал здесь, поднял его как можно выше, чтобы все находившиеся люди могли его видеть и совершить поклонение. Поэтому в первой половине IV века уже возникает вот этот праздник, связанный с почитанием креста. До христовых страданий крест был орудием позора и страшного наказания. После страданий Иисуса Христа крест стал символом победы добра над злом, жизни над смертью и напоминанием о бесконечной любви Бога к людям. Иисус Христос своей кровью осветил крест, сделав его источником благодати для верующих. Для нас, православных, крест – это всегда символ победы. Мы читаем у апостола Павла, где он говорит, что для эллинов крест – соблазн, а для иудеев – безумие. Для нас же, спасаемых, это сила того, что Господь совершает, преодолевая смерть. И, распростерв свои руки на кресте, призывает всех нас как бы в свои объятия. Крестным знаменем вода освящается, крестным знаменем злая сила прогоняется, и все церковные таинства совершаются. Вот почему православные христиане так чтут Святой Крест. Каждый год в этот праздник совершаются крестные ходы. Так ограждают себя православные от всякого лиха и бед на целый год. Раньше на Руси ставили придорожные кресты в благодарность за избавление от всякого зла, мора и болезней. Молились празднику и о больных людях, с верою помолиться праведному человеку в воздвижении в день, так животворящий крест и со смертного ложа подымет, говорили в народе. Воздвижение – постный праздник. Кто не постит воздвижению, кресту Христову, на того 7 грехов воздвигнутся, говорили о строгости однодневного поста. Праздник воздвижения креста является одним из 12 самых главных праздников в церковном году. Событие, которое происходит уже после воскресения, после вознесения Спасителя, но которое не менее важно и напрямую связано со всеми остальными главными христианскими праздниками. Это утверждение и символ провозглашения победы Христовой на все времена.